Привет! Сегодня у нас вот такой вот Toyota Harrier в ремонте. То есть будем здесь смотреть датчик по РНД. У него эти передачи плохо включаются. На R-ку постоянно приходится придерживать рычаг переключения. Вот, что еще? Посмотреть свечи хозяин сказал, батарейку проверить, ну и регистратор установить надо. Также с печкой вопрос решить. Почему-то у него плохо нормальную температуру не набирает. Говорит, менял масленки, жидкость, ну и не очень почему-то греет. Проверим. Скорее всего, либо завоздушило, либо еще что-то. Посмотрим. Всем привет! Сегодня у меня день диагностика Харриера. Сегодня у меня приехал Харриер, такой красавчик. В общем, проблема у него такая, что есть заедание вот этой вот клюшки, когда она на R-ку переключается. То есть, вот, если будем брать, вот, допустим, когда на заднюю скорость включаем машину, вот, она как будто бы на экране не показывает передачу. Хотя я включил уже на R. Вот чуть-чуть сюда делаю, вот, на нейтраль, и обратно ставлю. Чуть-чуть его дощелкиваю, вот так вот делаю, держу. Вот, чуть-чуть сюда его вот так делаю. Он только тогда начинает включать передачу на букву R. Ну, то есть она появляется. Как только я отпускаю ее, вот так вот, она уходит, получается. И на заднюю не включается. То есть тут вопрос у нас к датчику положения конкретно есть. Там есть на коробке датчик положения по РНД. Он как будто бы тросик немножко не дощелкивается. Он не в своем положении. Его надо будет чуть-чуть настроить. Вот. И второй вопрос, в общем, батарейка у него просаживается и, говорит, печка холодным дует. Ну, как бы не сильно греется. Я вот этот с моментом с этим буду разбираться сейчас, почему печка так. Может быть, система завоздушенная, а может быть, скорее всего, производительность помпы упала. Вот. Помпу надо бы проверить, конечно. Так что вот такие дела. Но также, может быть, мы поставим сюда видеорегистратор. Человек сам купил себе регистратор, хозяин. Он любит свой автомобиль очень сильно. Вот, у него все шик, блеск, здесь все чистенько. Поэтому как бы так. Ну и буду сейчас тестировать батареечку, проверю. Батареечку сейчас дам просадку, посмотрим, что у него с элементами. Говорит, часто стало переключаться на двигатель, короче. Как-то так. Ну так, тачка серьезная. Вот такие машины. Это уже премиум класс Camry, Harrier, Wildfire, Alphard. Вот эти машины, они все практически однотипные, только одни будки у них разные, то есть разные кузова. Кто-то в минивэне исполнение, кто-то в исполнении вот такого паркетника. Ну, Harrier, конечно, это да, это круто. Это уже почти Lexus. Вот, немножко разница есть, но это Lexus, если выходит на общий рынок, на Европу и на все такие страны, то Harrier это чисто внутрирыночный автомобиль Японии. Вот, он чисто сделан для японцев, он сделан, скорее всего, он сделан качественней по каким-то моментам. Вот. Ну, проблемы есть у всех автомобилей, поэтому приезжают вот такие тачки к нам в сервис, мы будем с ними разбираться. Пробег у него 155 тысяч. Пробег серьезный. Вот заходим на тачстрим. В общем, такой аппарат. Так, выдержала она у нас 2 минуты 30 секунд. Вот. Показал такой результат, что разбег у нее примерно 20. Даже 19, в принципе. Есть слабый элемент в серединке, ну самый слабый по отношению к другим. Ну то есть самый сильный у нее элемент это получается где-то примерно 14:30, наверное. Вот он, 14:30. А самый слабый у нее элемент 14:06 в просадке. То есть, ну, результат, я бы сказал, более менческий. Батарейка нормальная. Серединка у нее еще нормальная. Здесь она просто в просаде показала. Разбег у нее еще ровный. Я бы ее трогать не стал бы. В
принципе. Вот, по контактным группам я бы тоже ее, в принципе... Ну, в принципе, контакты проверить можно было бы, наверное. Но я бы ездил. 0.19 хороший результат. Пишешь? Все, пишет. Устанавливаю сальник новый, коренной. Поехал, его еле нашел еще. О, поехал. Поставили неопреновый пыльник новый. Скользкая поебенька. С помощью вот этой штучки. Конус называется. Его выворачиваешь и через него делаешь. Еще удобная штука, между прочим. Чтобы не разбирать шрус. Все? А смазка-то у нас есть? Ну вон. Гадус. Да? Да, шеловская. Ну, подрезается этот пыльник. Хочу сказать по технической части хорька. Ну, здесь стоит у нас двигатель 2 AZ FXE. Движок очень надежный. Такой же двигатель стоит на Camry 2.4. Вот, объем. Хочу отметить, что у него стоит уже помпа механическая, не как у приусов, у Аквы. Здесь уже помпа, вот она, работает от приводного ремня. Не знаю, почему они ее не сделали электронной. Машина, в принципе, выпускалась с того же самого года, что и приусы, в принципе. Но они вот решение вот так вот оставили старое. Также стоит здесь инвертор, он такой же, как на Camry практически. Также у него две системы получается. Это у него контур охлаждения инвертором, отдельно контур охлаждения двигателем, мозги, ну и в принципе движок. Здесь очень все удобно обслуживается. Дроссельная заслонка, правда, не очень удобно находится. Она вот тут у него сзади, тяжело достать. Ну и клапан ИГР тоже здесь очень тяжело до него добраться. По идее, жабо надо откручивать. Ну вот, он вот здесь вот тоже не очень удобно. Ну, в принципе, можно попробовать. Я как бы еще не задавался этим вопросом. Клапан вот он у него. В принципе, он в доступе. Можно, я думаю, до него спокойно дойти. Вот. Ну и все, в принципе. Больше тут ничего такого нету. Вот. Как бы такого уж серьезного. Вот. Система простая довольно-таки. Такие движки ставятся на Wildfire, на том же самом этом Альфарде. Вот, 2AZ-ка. На Camry ставится. В общем, надежный движок очень. Ну а так, машинка классная, конечно, в плане. Она надежнее немного, уже чем Prius. Батарейка у него здесь 34 элемента. Находится в задней части. То есть в багажнике. Вот так вот как-то выглядит это все дело. Ну, тачка на стиле, конечно. По интерьеру тоже четкий. Здесь у него кожа. Идет вставки вот такие вот. Все как-то богато. Мультируль, табло. Опять же, отличительная особенность Харриера. У него уже вот этот рычажок лесенка идет. Он уже полумеханический. То есть электронную часть выполняет вот этот гребаный датчик по РМД. Вот. А на Приусе там все делается электронно. Переключение передач делает компьютер. Вот. Как-то Prius в этом плане, он потехнологичнее сделан. Вот. Но зато здесь по помпе это надежность. Однозначно. Помпа надежнее. Как бы такие решения тоже, в принципе, оно даже может быть где-то что-то от старого автомобиля взяли. Это надежность.
тот же самый трассовое соединение на датчик ПРНД, его очень проще обслуживать. Ну, на Приусе это просто вот этот датчика его нету, он не ломается, вот и все. Обслуживать все бачки удобно, подкапотное пространство очень сильно удобное у Харьера. Поэтому машина просто хорошая в этом плане. В обслуживании удобная очень. Единственное, у него ничего не нравится, это у него слишком большой свес передний. Очень большой, длинный. Вот, как-то так. Выставил я Харьер, сейчас буду добираться до датчика. А мы с Максом тут еще и ходовочкой начали заниматься. Шаровые купили. Сейчас шаровые впрессуем, да? Туда вот. Заодно роботизированную обслуживаем, ну и заодно и делаем все. Сайлентблоки у него хорошие. Охуенные, да. Просто шаровые мертвые были. Шаровая, о! Дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Давай-ка посмотрим. Болтается. Как не знаю что. Да такая же ровно. Они по каталогу мне давали. Не, по каталогу просто они с кольцом. Ну это хорошая. Без кольца. Это CTR. Фирма CTR. Они качественные. Должны быть. Раньше, помню, CTR были хорошие. Сейчас не знаю. Ничего сказать не могу. Еще это что? Ну, это стопорное кольцо. Да, ровно. Тут надо ему, короче, обойму какую-то ставить, что ли, блядь. Да, ты его вот так поставь. А у нас высоты не Нам, хватит. короче, вниз надо. Ну да. Пускать. Чуть-чуть. Что, погнали? Давай. Ёптить. Ну уж, погнали. Равнее держи. Ровно. Половина вниз. Стопы. Ну, всё, четко села, а. Вот так запрессовали шаровые. Настроил я заднюю скорость. Короче, и там немножко надо было гаечку подзатянуть немножко по-другому. То есть перетянул ее чуть-чуть, чутка буквально. Настроил я, в общем, заднюю скорость. Теперь уже ничего такого нету. Сразу на букву R ставишь, сразу появляется буква R. Вот, сразу буквально в положении чик. По передачам пошла буква N, нейтраль, D, буква D стоит в нормальном положении, все. Еще раз на заднюю скорость переключаем, все работает четко. Вот такой вот крутой аппарат сделанный. Все проблемки сегодня я поустранял. Сейчас еще долью немножко тосола, антифриза и все, будет нормально. Что еще? Сейчас буду устанавливать, наверное, видеорегистратор на эту тачку. Здесь у него розетка вот 12-вольтовая здесь у него зарядник. Задача как-то подпитаться сюда, к розеточке, вывести сюда. Сейчас буду смотреть, как это можно сделать. Провел я проводку под регистратор. Вот. Здесь будет установлен вот такой вот видеорегистратор. Вот так вот. Сейчас хозяин скотч привезет. Этот регистратор не новый, снят из другой машины, поэтому надо будет новый скотч клеить. Ну а так вот все скрыл, всю проводку. Машина вроде работает, все хорошо.
Еще раз проверим наш датчик. Работает, нет переключения. Вроде бы нормально все. Вот. Все, в эрку сразу втыкается. Без проблем. Ну, поездит, там видно будет. Вроде нормально все. Надо будет тебе вот такой бачок купить. У него крепление сломано. Видать, от удара. Когда ДТП было, Ну, видать, скорее всего, сломалось. ага. Ну и вот этот бачок. Да, в принципе, он вообще, по идее, нахер не нужен. Ну, что ты, смотри, сколько он нахуярил себе песка. Ну, понятно, Вовнутрь. через дырку ни хрена. И потом он... А он пойдет туда, в Фильтр. фильтр. Ну, фильтр-то не пройдет, конечно. Ну, Все равно грязи до хрена, нафиг надо убирать это. Пока вообще его не ставь. Не ставь его. Не Мы его... Не ставь, машину поставим, положим, пусть покупает и потом поставит. Че, братан, как у тебя дела? Нормально все? Короче- раза 3 уже ебалась меня. Короче, мы на этой Хонде сегодня поменяли шаровые, поменяли пыльники на привода, поменяли сальники все полностью на коробке. То есть приводов поменяли, коренной поменяли, сальник первичного вала поменяли, все новое стоит у нас теперь. В общем, сейчас Макс собирает, будем запускаться, пробовать, калиброваться. Я думаю, все будет замечательно. А, братан, что скажешь Ну, по этой Хонде? Понравилось тебе ее делать? Брал Хонду. Пошел процесс у нас закачки. Пошел процесс у нас закачки. Как-то так. О, нормально стал. Получше, побыстрее прокачивать. Вот. Прокачка пошла. Короче, на этом автомобиле мы поменяли все сальники на роботизированной коробке. Да. Сальник коренного поменяли на двигателе. Также первичный вал. новый у нас этот подшипник смазали. Этот грибочек. Подшипник там тоже Да. перемазали, все Грибочек, сделали, да. грибочек. Что еще? В общем, мы здесь сделали все работы по В роботу. самую первую очередь грибок. надо. Обязательно, да. Шаровые, как бы, все мы поэтовали, да, тоже поменяли. Новые CTR-овские поставили, перепрессовали. И новые на привода эти поставили, пыльники, да. Макс он все поперемыл аккуратненько, да, все поперемазал, все новую смазкой набил, вообще четко стало. Все, я делаю калибровку. Ребята, машинки мы обслуживаем, наш гибрид-центр. В общем-то, в этой машине есть вообще все практически. Панорамная крыша, люк вот такой вот обалденный есть у него. То есть здесь у него подсветка. Здесь получается у него типа москитная сетка и панорамная крыша идет. Вместительная очень тачка. Ну что, прокатимся. На дэшку врубили, поехали. Тачка едет вообще, звука никакого не слышно даже, обалденно едет просто. Сегодня качество картинки лучше, потому что нашел свою GoPro Hero 4 и зарядил ее, и как бы пробую снимать на нее. В принципе, картинка должна быть хорошая. Макс сейчас там делает Хонду, сегодня мы ее закончим. У нас там тоже полное техническое обслуживание. Это мы коробку делаем роботизированную. Делаем там все сальники, меняем полностью. Что еще? Сальники. Выжимной новый будет, подшипник. Вообще круто как бы. Да, тачка идет обалденно вообще. Вот это машина. Да, Харриер это, конечно, красота. Еще и гибридный. Ну, все работает замечательно. Сейчас еще попробуем попереключаться там. На заправку заедем сейчас. На Эрку, на Дэшку. Я думаю, все нормально будет.
Harrier, это совсем другая история по-любому. Вообще плывет как пароход. Что-то резина скользковатая какая-то, что ли. Ну, ничего так-то. По ходовке идет вообще мягонько, по красоте. Такой вот аппарат. Сейчас попробуем, попереключаемся. Вот, в R встало хорошо все, без проблем с первого раза. Вот тут сейчас я сниму маленький обзорчик. Здесь света много, хорошо. Такой вот аппарат у нас. Свечки, кстати, тоже сегодня посмотрел. Свечи хорошие на нем. Пробег 150 тысяч километров она прошла у нас. И свечки, зазор у него просто четкий. То есть там отклонение, ну 30 инчей всего. Зазор 30 инчей. Это вообще почти новые свечки. Хотя она, на них оригинальные значки стоят, что это ну то есть свечки ставили на заводе. Конкретно это оригинальные свечки. Так что свечки еще побегают. Вот такой вот у нас заправка Туймада. Все здесь заправляются. Бензин, конечно, что-то хочется, чтобы лучше был бензин на самом деле за такие цены. Ну, это ладно, это ладно. Вот так вот такой вот автомобиль прикольный. Хорошенького понемножку. Ну, кстати, задний ряд не показывал. Вот такой вот у него задний ряд. Багажник тоже вместительный очень. Багажник вообще. Вот. Можно и буфер поставить, и все что угодно сюда воткнуть. Ладно, хорошенького понемножку. Покатались. Поедем дальше. Будем отдавать автомобиль хозяину. Еще раз. Все нормально сработало. На дашку и поехали. Все. Вот тут вот противный такой выезд. Они, туймадовцы, загородили. Ни хрена не видно почти что. Нафиг так делать вообще? Вот эти вывески, они от дороги должны подальше быть. Здесь вообще неудобно. То есть выезжаешь, практически не видно, едет машина, не едет. То есть аварийная ситуация вообще создастся может легко очень даже. Оттуда тоже вот вывески вот эти. Нифига не видно, что там, кто там выезжает вообще. Вы, ребята, если туймадовцы на меня смотрите, уберите нахрен вот это вот все. Сделайте чуть-чуть от дороги подальше. Понятное дело, придется вложить бабки. Ну и вообще непонятно, зачем так все сделано. Здесь очень как бы получается по дорожному движению опасно. Бывает, выезжаешь, ничего не видно. Едем в наш гибрид-центр. Такой сегодня у меня прикольный контент. То есть снял немножко обзор тачки, нашу работу немного снял. Сейчас с Максом еще Хонду калибранем. Прокатимся на Хонде сегодня. Ну и крутой будет видео контент. Сегодня набрал очень много запчастей. У нас теперь есть фильтра, масла, свечки купил. У нас свечки теперь есть на приусы. Что еще? Ну, в принципе, у нас для обслуживания есть все. Также и как бы опыт уже есть кое-какой. То есть мы уже теперь с Хондами хорошо разобрались. С такими тачками дорогими начинаем как бы хорошо разбираться. Мы их уже нормально знаем. Вот.
Это валфайеры, альфарды, без проблем батарейки ремонтируем. Вообще, я вот как бы батарейки все научился делать практически. Любые батарейки. И от RX не надо будет, мы переберем. Там они хоть и клепаются, но ничего страшного. Я все это делал без проблем. Так что, ребята, приезжайте, нормально. Кстати, у нас сейчас распродажа по батарейкам. Кому надо батарейки, обращайтесь. У нас 2 пачки хорошие лежит. То есть нам надо сейчас их скинуть. Не будем приобретать новые. Вот. Как бы цена более-менее приемлемая. Там неизвестно, что летом будет. Летом, скорее всего, будет на батарейке цена дорожать, потому что летом всегда бум и батареек очень мало. Все гибрид-центры, ну, сервисы, они разберут батарейки. Нам надо сейчас закупиться обязательно. Так что вот такие, ребята, дела. Ну, тачка мне очень, конечно, понравилась. Вообще крутая машина. Вот эта машина сделана для человека. Конкретно. Она стоит своих денег, конечно, таких 3 миллиона, там с копейка она стоит сейчас. Конечно, в Японии она столько не стоит. Это у нас только такие цены. Дали бы нам возможности покупать такие тачки, что бы мы не брали, что ли. Вот. Так что, ребята, вот такие дела. Не, Харриер вообще крутой. Понравился очень. Пошло у нас все не по плану. Тачка вроде бы работает хорошо уже, но калибровка пункт не проходит. Тайский подшипник не проходит. Корзина старая. И корзина хреновая. Ржаная, пиздец. Дисков очень мало. Варилась я и буду. Ну то есть дисков очень мало, там тонкие. Дисков, да, слабые. Возможно Да, из-за этого. как бы мы сказали это сразу. Ну попробовать-то надо. Попробовали. Но Не прошло так. Придется корзину менять. я тоже так думаю, что корзину надо пробовать менять. Если корзину сейчас поменяем, она откалибруется, я уверен. Это да. Хреново, конечно. Бабок она уже забирает много у хозяина. А что делать? Если бы эта корзинка не такая гретая не была, нормально бы все было. Да, надо было сразу менять. Ну да. Ну рискнули, а что делать? Ничего не поделаешь. Ну завтра будем вместе разбирать. Разберем ее, что? Да соберем. Ну тут уже легче будет. Да. Если сейчас она у нас не пройдет, у меня все-таки надежда еще есть. Ну может и пройдет, будет заебись, конечно. Но Так, что у нас температура муфта, интересно, сейчас посмотрим. Все калибровки прошел, зараза. Почти. Кроме одной. Характеристика усилия зажимного не прошла. Вот она.